Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Кто и что говорит и думает у вас за спиной. Если тема вам интересна, загадайте на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Просто сделайте запрос во Вселенную. Так и скажите, кто думает обо мне, что думает обо мне и вообще, что происходит у меня за спиной. Также, прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, хорошие, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, кто-то из-за вас плачет. Какая-то женщина из-за вас плачет. Прям слезы крокодильи льет. Эта женщина вас боится. Эта женщина видит в вас угрозу. Угрозу себе, своей любви, либо своим отношениям. То ли это соперница, то ли это какая-то конкурентка у вас. Прям плачет до слез. Ничего с вами сделать не может, либо вас ничего не берет. И она плачет. Она винит вас во всех своих проблемах, во всех своих невзгодах. А вы об этом не знаете. Вы даже и не догадываетесь. Вам вообще никакого дела до нее нет. Она рыдает крокодильями слезами. Вот это интересно. У нее тут небольшой круг поддержки слушателей. Вот кому она про вас рассказывает. Видит она вас прям такой оторвой, хищницей, такой, знаете, фальшивой, ненастоящей, ну, что вы якобы прикидываетесь, что вы далеко не добрый и не хороший человек, не хорошая женщина, а типа лиса в овечьей шкуре. И она такая: вот я знаю, кто она такая, вот я выведу ее на чистую воду. А у самой прям в груди вот эта злоба кипит в вашу сторону. Да? Тут еще надо поспорить, кто из вас злой. Потому что вы вообще на нее не смотрите, вам никакого дела до нее нет. Слушайте, ну да, вы все разные. У кого-то может быть на работе какая-то конкурентка, да, которая из-за вас рыдает, считает, что вы ей все дороги закрыли. У кого-то в любви, наверное, конкурентка, либо соперница, которая вот на меня мужчина внимания не обращает. Это все из-за нее, да, это все она. Вот как-то так. Ну и также, мои хорошие, у кого-то свекровь такая, которая из-за вас рыдает крокодильями слезами. И такая: ой, мой мальчик от меня ушел, к этой страшной женщине перешел. А мне теперь так плохо, я такая одинокая. Ну, что есть, то есть. Ну, дуракам закон не писан, да, пусть плачет своими крокодильями слезами. Главное, чтобы она ничего плохого вам не делала. Правильно? Правильно. Ну, вы вообще спиной к ней стоите. Вообще в голову не приходит, что она из-за вас плачет. Так, еще показывают мужчину. Мужчина злится на вас очень сильно. У мужчины стоп-сигнал. Вы ему, скорее всего, отворот-разворот дали. Отказали, либо бросили его, не ответили на его ухаживание, либо прекратили достаточно бесплодные отношения с ним. И он злится. Он злится, что вы, ну, от такого золотца, как он, отказались, да, что вы не пошли ему на уступки, что вы взбрыкнули, да, да кто она такая, как она посмела мне отказать, я ведь такой классный мужчина. Либо я ведь так старался, как так, почему ушла? Что она о себе думает? Он вас тут и ревнует, и всякие слова плохие в вашу сторону говорит. И каким-то мужчинам делает рекламу по поводу вас, но реклама очень негативного характера, то есть он вас там в красках описывает, что вы
непутевая, что вы там алкоголичка, что вы слабы напередок, что вы... Ой, даже не хочется говорить. В общем, ну, типа, чтобы к вам никто больше другой не подходил. И типа, он такой хороший, а вы такая плохая. И вообще это не вы его послали, да, а это он вас послал, да, потому что он понял, что вы его недостойны. В общем, постоянно вас антирекламируют этим мужчинам все равно, потому что мужчины, они такие, вот знаете, вот им бы выпить, да, закусить, и больше ничего в жизни не надо. Ну, а другие, наверное, не стали бы с ним водиться, уж тем более не стали бы его слушать. Да, он делает вам антирекламу, распускает о вас сплетни, обвиняет вас во всех грехах. Ну, это потому, что ему обидно. Это потому, что вы его бросили. Потому что вы ему отказали. Так, дальше. С правой стороны. А вот с правой стороны хороший знак. Здесь мужчина, с кем вы то ли вместе общаетесь, может быть, в одной компании, может быть, вы вместе работаете. Очень, кстати, похоже, что вместе работаете. Ну, что-то вместе делаете, да. Вот этот мужчина, он прям любуется вами, он вас в пример ставит. У кого-то отыграется, что этот мужчина не свободный мужчина, потому что у него хвост есть. И, скорее всего, он своей, например, подруге, сожительнице, либо жене вас ставит в пример, да, как вот идеальная женщина с хорошим, прекрасным, мягким характером, сильная и волевая в то же время. Женщина, которая там не истерит, не заламывает себе локти по любому случаю. Женщина, которая вот живет, как знает, да, вот делает, не сдается, не беспомощная, да, вот он прям любуется вами, восхищается вами, и вот этой своей даме, да, про вас вот рассказывает, какая вы хорошая, и вот какой надо быть женщиной, не такой, как ты, не истеричкой, не нытиком, не неженкой, а вот такой надо быть. Ну, какие-то такие моменты, как в пример вас ставит. Может быть, мужчина в возрасте, может, у него там дочка есть, да, он дочке пример вас ставит. Но я не могу сказать, что он там влюблен в вас, да, что у него к вам какие-то потуги есть, но то, что он вами восхищен, именно восхищен как женщина, это 100%. И он вас в пример ставит. Может, сосед даже ваш, мужчина-сосед. Хорошо о вас думает, очень хорошо отзывается. И такой, знаете, прям действительно любуется, постоянно вами любуется. И если что, этот мужчина, он такой на вашу сторону только так станет, да, либо пойдет защищать. Такой бдительный еще человек. Дальше показывают, вот больше, наверное, на подруг похоже. Женщины, подруги, может быть, это ваши родственницы. Они часто о вас говорят, но говорят, знаете как, с полузавистью. С одной стороны, вы дружите, либо вы в родственных связях, и понятно, что вы им не чужая. А с другой стороны, у вас все получается лучше, чем у них. То есть вы готовите лучше, чем они, вы одеваетесь лучше, чем они, вы выглядите лучше, чем они, вы более грамотный человек, там, знающий. И они очень часто вас в какие-то моменты вспоминают, ну, типа, как бы поступили вы, либо как бы сделали вы. Либо, например, они вместе находятся, там одна другую чем-то угощает, это говорит, невкусно, вот у нее вкусно, у тебя невкусно, да, вот какие-то такие моменты. Но здесь такая легкая полузависть идет. Конечно, когда они вдвоем, втроем, они о вас говорят. Но при вас они вполне себя приемлемо ведут, и я не могу сказать, что они вам чего-то прям очень плохого желают. Наоборот, каждой из них хотелось бы быть как вы, либо уметь как вы, выглядеть как вы. То есть там, возможно, говорят, что вы из криокамеры вылезли, да, в ней живете, что вы вот не стареете, что волосы у вас хорошие, что цвет лица у вас шикарный. Опять же, там одеваетесь очень классно, что на вас сидит все идеально, да, вот такие вот слова идут. Конечно, там есть нотки зависти, но это прям не что-то серьезное, не что-то криминальное. Ну вот вы для них кумир, да, давайте скажем так, вы для них кумир. Так, маму чью-то показывают, скорее всего, либо мама, либо бабушка. Женщина, которая
вами хвастается. Причем хвастается очень часто. И очень часто даже что-то, сама себе придумывает по поводу вас. Среди, скорее всего, знакомых, подруг, может, опять же, родственников, постоянно про вас рассказывает. Рассказывает о том, кто вы, что вы делаете, чего добились, на что способны. Да, вот какие-то истории по поводу вас из вашей жизни. С одной стороны, она вами гордится, да, очень гордится. Но опять же считает, что это ее заслуга, потому что она вас вырастила, научила. Да? А с другой стороны, это не очень хорошо, потому что люди разные, вот кто ее слушает. Не все люди с добрым сердцем. Да? Есть те, которые завидуют, есть те, у которых, например, там, дочери не такие, как вы. Вот, им становится больно от того, что у них дочь о них не заботится, либо нечем похвастаться. Вот, лучше это пресекать. Вы уж там с мамой либо с бабушкой поговорите, если понимаете, да, о ком речь идет. И попросите, что не надо обо мне рассказывать, вот лучше там сериалы пересказывай, чем обо мне рассказывай, потому что может быть и зависть, может быть и сглаз на вас из-за этого. То есть вы вроде живете тихо, скромно, но при этом сглаз на вас ложится, потому что вашей маме либо бабушке хочется вами похвастаться. Хотя мне кажется, что это не совсем поможет, потому что вы действительно горды своей мамы либо бабушки. Даже если вам это не говорят в лицо, в глаза, да, то все равно это происходит. Дальше показывают мужчину. Это может быть и ваш муж, это может быть и ваш парень, жених может быть. И вот он с женщиной с какой-то все время говорит по поводу вас. Ему эта женщина плохое говорит, а он, наоборот, про вас хорошее. Как защищает вас, защищает и пытается вот рассказать, какая вы на самом деле. Возможно, это его мама, возможно, это его бывшая. В общем, она на вас нападает заочно, а он вас защищает от нее. Очень часто с этой женщиной ругаются, и там прям такие серьезные скандалы происходят, и это все по поводу вас. Вам, скорее всего, он ничего не говорит, потому что он не хочет, чтобы этот весь негатив распространялся. Опять же, вас не хочет расстраивать, потому что понимает, что нападки мамы либо бывшей, они абсолютно пустые, и вы этого не заслужили. То есть он даже может приходить и говорить: вот мама тебе там привет передавала, там интересовалась, как ты живешь, что ты делаешь. На самом деле мама там вообще вас и в хвост, и в гриву разносила, и прям обвиняла во всех грехах. Вот, он вам не будет это говорить, он вас любит, он вас жалеет, и он как может вас защищает. Понимаете, если это его мама, это же тоже родная женщина, любимая женщина. Вот выбор сделать, да, между двух женщин, это очень тяжело. И все, что вот он смог, да, сделать, это от вас скрывать ее истинное отношение к вам и с ней все время вот эти баталии проводить и доказывать, что вы вот идеальная женщина, что зря она вас не принимает, зря она к вам так относится, что вас только любить нужно, да, ничего другого худшего, да, вы не заслужили. Вот такой момент показан, да. Так, на работе у кого-то, на работе хитрый начальник, либо хитрая начальница вас ругает, либо там может какие-то замечания делать, держит вас в тонусе, давай, работай, старайся. При этом вас тоже может ставить другим в пример и также может вашей кандидатурой других людей стращать, что вот я там тебя сниму с должности, а ее поставлю, потому что она знает, она умеет, у нее все получается, а у тебя там руки из неправильного места растут, да, вот такие моменты. Но опять же, понимает, что вы для нее ценность, либо для него ценность, но при этом деньги платить совершенно не хочет, вообще не хочет. Очень боится, что вы куда-то уйдете, перейдете на другую работу, на другую организацию уйдете, но при этом, опять же, деньги зажимает. Тут даже вплоть до того, что вам могут говорить, что вот, на твое место куча желающих, а на самом деле стоит, и эти поджилки трясутся, что вдруг вы сейчас скажете, что я уйду, и что тогда? Тогда все, всему конец.
Так, еще какие-то люди рядом с вами. Соседи, скорее всего. Соседи по дому, по даче. Говорят, что вы, ну, как не по совести живете, да, что у вас явно ну, как-то нечестным путем, да, вы чего-то добились нечестным путем. Но тут зависть чувствуется, зависть и желание повысить свою самооценку, да, за счет принижения других людей. То есть люди, скорее всего, ленивые, ну, например, там бардак дома, не убрано, срач. И вместо того, чтобы поубираться, люди начинают рассказывать, что у вас чисто, потому что к вам кто-то приходит за деньги убирает, да? Либо вы так всех запугали в семье, что все там боятся, не знаю, покушать дома, на лестничную площадку выходят, там кушают. Какие-то такие вещи безобразные говорят. И с себе подобными общаются, может быть, с другими такими же соседями. И вот они прям любят о вас поговорить, любят обсудить. Опять же, они всегда в курсе, где вы, что вы, с кем вы. Там прям буквально все знают про вашу личную жизнь. Ну, им так кажется, что они все знают. И все вам там истории, все грехи вам тоже приписывают. Ну, самоутверждаются, да, просто самоутверждаются. Больные люди, не надо на таких внимания обращать. Таких уже ничего не исправит. Какой-то человек женщину расспрашивает по поводу вас, как найти вас хочет, разыскивает. А женщина знает, где вы, но ему не говорит. Не говорит не потому, что хочет помешать вашей встрече, а потому что ей кажется, что этот мужчина может как-то навредить, скомпрометировать. Либо мужчина может вам какие-то неудобства причинить. То есть она скрывает, где вы, ваш адрес, не знаю, телефон, вот такие вещи скрывает. А мужчина, ну, к ней обращался, еще будет обращаться, и ну, вот найти вас не может. А она такая: не, ничего не знаю, вообще, не. Может быть, какая-то подруга, может быть, вместе работали, либо учились. Скрывает, этот мужчина скрывает. И вам тоже не говорит, потому что не хочет, чтобы вы переживали, либо нервничали, либо опять с этим мужчиной спутались, да, ему поверили. Ну, у нее там свои соображения, не во вред вам. Она думает, что поступает во благо. А как на самом деле, я не могу сказать. Также в этой отсыпке, вот по поводу вас, я могу сказать, что вы людей на самом деле чувствуете. Ваша интуиция вам всегда правильные сигналы подает по поводу тех или иных людей. Правда, наверное, не всегда вы прислушиваетесь к своей интуиции, потому что человек вы очень добрый, и вы стараетесь не замечать негатива, вы стараетесь на этом не акцентировать внимание. Да, вы из тех редких людей, которые могут понять, простить, принять, дать второй шанс. И, возможно, даже и третий, и 10. Как оправдывать, умеете оправдывать людей. Нет в вас злобы, нет в вас вот этого желания там мстить, доказывать. Нет, вы не такой человек. И это вам иногда, наверное, мешает. А с другой стороны, это ваша сильная сторона. Но людей вы можете чувствовать. И, скорее всего, не раз уже такое бывало, когда вам интуиция подсказывала, и потом оказывалось, что ваша интуиция была абсолютно во всем права. И люди со временем, да, показывали свое истинное лицо. Вот есть такое. Еще вот мне показано, что какие-то люди по этой причине избегают общения с вами, либо прекратили общение с вами. Может быть, вы делились с ними своими мыслями, либо ощущениями. И эти люди этого боятся, ну, либо испугались. Может быть, этим людям есть что скрывать. И дабы вы их не раскусили, не разоблачили, эти люди просто перестали с вами общаться. Скорее всего, да, не очень хорошие это люди. И от греха подальше просто пресекли общение с вами. Вот. А вам было непонятно, куда они пропали, почему на контакт не выходят, да, почему так резко исчезли из вашей жизни. Просто испугались. Испугались, что вы о них правду узнаете, либо правду почувствуете. Может быть, кстати, люди такие, знаете, вот есть очень религиозные, на самом деле полны злобой.
Вот эти люди прям все на свете отрицают, либо боятся, да, вот если ничего-то не понимают, они начинают бояться, избегать, там, грешница, да, она ведьма, она будущее предсказывает, либо она людей насквозь видит. С такими, скорее всего, вы сталкивались. Ну, слава богу, их в вашей жизни сейчас я не вижу. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.